ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Почти трехчасовая программа не оставила равнодушными как поклонников творчества гостей, так и случайно зашедших на огонек. Проникновенные стихи и песни под гитару, открытый диалог с залом, непринужденная атмосфера и полумрак одного из городских пабов стали органичным фоном для этого творческого действа. Неформальный настрой квартирника зародился в самом начале, ведь все началось с дружбы. В обширном гастрольном графике исполнительницы Ухта появилась благодаря знакомству с хозяином заведения. И Ухта внезапно оказалась безумно приятным местом. Мне очень все нравится. Я дождалась снега. В Москве его нет фактически. Он похож на эту рождественскую игрушку. Знаете, когда вот этот шарик, внутри вода, и если потрясти, снежок пойдет. Вот безумно похоже. Крис гастролирует со своим музыкальным коллективом по всей стране. Каждый новый город – новые впечатления, новая история, рассказывает девушка. Она исполняет для зрителей песни, читает свои стихи и прозу. И в каждом городе программа разная, благо объем материала позволяет. Пишет Крис, сколько себя помнит. И никогда в стол. А с выходом на профессиональный уровень читает уже со сцены. У меня было четкое ощущение того, зачем я пишу стихи. Это не для того, чтобы я написала и положила в коробочку, или не для того, чтобы я написала о своих чувствах, чтобы потом меня все поняли. Это для того, чтобы... Это литература, которая должна подавать руку идущим рядом, успокаивать отчаявшихся, заниматься поддержкой. Это должна быть линия от сердца к сердцу. Она не работает по-другому, если ты это делаешь там тихо у себя дома в бложике или еще что-то. Ты должен выйти и сказать: «Привет, я хочу, чтобы стало лучше». Среди зрителей концерта оказались как знакомые с творчеством Крис, так и те, кто услышал ее впервые и не смог оторваться. Я не большой гурман поэзии, да, если так можно выразиться, но, тем не менее, меня очень сильно впечатлило. Безумно интересно, 2 часа чистого одиночного выступления, ничем не прерываемого, очень интересно. Я бы рекомендовал и даже бы посоветовал послушать ее альбом. В первый раз услышала про эту девушку, увидела рекламу ВКонтакте, в группе. Рекламы практически не было, пришла сюда случайно со знакомой девушкой, нам очень понравилось. Вначале пришли, начиналось все достаточно спокойно, было немножко непривычно. Потом на каких-то песнях начала цеплять, когда начала читать стихи, на самом деле пошли мурашки уже. По признанию самой гости, в новых городах она читает в основном новое или что-то редкое, особенно родное и личное. В Ухте так и случилось. Судя по реакции зрителей, ответный импульс последовал незамедлительно. И именно на этой волне так легко говорится о самом главном. У меня проходило, вот, значит, и у тебя пройдет. Кто приходит пролить слезу, кто сидит у тебя разут, кто тихонько вздохнет сквозь сон. У того живое лицо. Иванов поправляет плед. Утро близится. Смерти нет.